Необычайно жаркое лето вызывает регулярные проблемы с водоснабжением в самых разных точках Ингушетии. Жители Карабулака с нехваткой воды в кранах знакомы не понаслышке. Хадиаушева отмечает, что этой проблеме на их улице Балкоева уже не один десяток лет. В большинстве случаев приходится самим завозить одну воду для хозяйственных нужд, другую же покупать для питья и приготовления еды. Сложности заключаются еще и в том, что не имеют собственного колодца во дворе. Запаслись тарами, поставили тары во дворе. Пытаемся покупать по мере возможности. Вот то, что нам сегодня привезли, я думаю, нам хватит буквально на этот день. Вот до утра максимум. И все. Такая же проблема и у семьи Доловых. Так как нет колодца, к привозу воды готовится основательно. Весь двор заставлен пустой тарой. Но и этого будет недостаточно, признается Микаил. Хотя плюс в этой ситуации все же есть. Воду довозят до самого дома в случае необходимости, и платить ни за что не надо. По словам представителя администрации, основная проблема в отсутствии воды заключается в том, что город не имеет собственных скважин. Да и некоторые жители расходуют ее без всякой меры, поливая из шлангов свои сады, огороды и даже улицы. А кому-то из-за такой щедрости приходится мучиться. Есть 4 водонапорных, то есть накопителя, которые подпитываются из водозабора Сунжинский. В результате чего, когда накапливаются эти резервуары, какой-то период времени переключается все это, и вода оттуда подается на Малгобекский район и город Малгобек тоже. Мы сейчас реально работаем над тем, чтобы в планах у нас есть Карабулаке пробурить свои скважины, над этим работаем. Есть какие-то наметки и планы по этому вопросу. Нам для того, чтобы Карабулак обеспечить сегодня водой, необходимо около 8 скважин пробурить. Если же говорить о подвозе воды, то со слов представителя администрации ее доставляют до жителей города по первому же звонку. Всего в этой машине 13 кубов воды. Если ее разливать, как сегодня, по тарам, то ее хватит на множество семей. Если же у жителей имеются колодцы, то хватит лишь на 3-4 семьи. С подвозом воды у нас проблем нет. У нас есть в МУП управляющей компании, как вы видите, вот эта вот машина, по заявке, по телефонному звонку любых граждан города или улиц, мы как вот сегодня видите, подвозим воду. Проблем у нас с подвозом пока не возникало и не возникает. Количество воды обязательно для подвоза у нас хватает. При необходимости мы подключаем и вторую машину. Уровень потребления воды напрямую зависит от погоды. А по прогнозам синоптиков нас ожидают жаркие летние месяцы. Стоит отметить, что глава региона дал поручение обеспечить ежедневный подвоз питьевой воды во все населенные пункты республики. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24.